Приехали в гости и едва не лишились телефонов. Негостеприимный прием оказал мужчина своей знакомой женщине и ее спутнику. По их рассказам, они заехали в квартиру знакомого на улице Шамиля Усманова, пробыли там около 15 минут, потом поссорились. После чего хозяин квартиры стал отбирать их телефоны. В ситуации разбиралась Илья Хайрудинова. Я приехал в гости. Я же говорю... Со мной подрался. Забрал телефон с кармана и все, ушел. Мужчина с женщиной приехали в гости к одному из своих знакомых, живущему на улице Шамиля Усманова. Хозяина квартиры девушка знает, парень нет. Говорят, пробыли у него дома около 15 минут, после чего между гостями и владельцем квартиры вспыхнула ссора. Рассказали, что мужчина стал покушаться на их телефоны. Я на зарядку его поставил. Это все в квартире происходило? Да. Вышел, я говорю, телефон отдай, говорю, мне позвонить надо домой. Ехать надо сейчас, ехать домой. И все, отобрал, все, подрался, говорит, все, тебе не телефон. А он хозяин, получается, да, квартиры? Вы к нему приехали? Я не знаю, там, хозяин. Да, он хозяин, мы приехали к нему. Ага. А у вас он что отобрал? Тоже мой телефон, пин-код, говорит, скажи. Я говорю, я не скажу пин-код. То есть он и у вас отобрал телефон, и у вас хотел отобрать? Сначала у него, потом у меня. А зачем ему ваши телефоны? Я не знаю. То есть он никак не объяснял? Нет, ни с того ни с сего. Что стало причиной такого поведения, говорят, не знают до сих пор. В гости ехали с мирной целью. А вы к нему зачем в гости ехали? Я вообще ночевать хотела, переночевать. Я не думала, потому что я эту квартиру я снимала раньше. Вот мы приехали. У нее мама, я химбразе работаю, старше меня. На нее, работаю. Вот, говорит, приезжай там Олег с женой. Вот, приехали, и вот все. Прибывшие на место полицейские задержали хозяина квартиры. Он был немногословен. У нас ничего не произошло. Я отказываюсь от комментариев. При этом причастность к грабежу он всячески отрицал. Признает свою вину, получается, да? Ничего я не признаю. Просто если не признает, почему не можете сказать, что именно там случилось? Потому что я не хочу с вами общаться, вот поэтому я вам ничего не говорю. Хотя телефон отбирали или нет? Ничего я не отбирал. По некоторым данным, мужчина отбывал 5 суток административного ареста за неповиновение сотруднику полиции и освободился только в этот день. На свободе он пробыл всего пару часов. Его вновь заковали в наручники и доставили в отдел полиции. Если потерпевшие напишут заявление, то в отношении задержанного могут возбудить уголовное дело по статье «Грабеж». Илья Хайрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, «Вызов 112». Мы делаем вам вызов. Смотрите одну из самых рейтинговых программ о происшествиях в Татарстане на нашем сайте tnv.ru.